Mums ir ticis viszilākais ezers un rudākais rudzu lauks, visbaltākā bērzu birze, vismelnākais rupmaizes klaips. Un tieši Latvijai ticis vissvētākais debesu jums, jo savu viskaistāko zemi Dievs ir atdevis mums. 2 novembra nedēļas pagāja pilsoniskuma gaisotnē. 11. novembrī visā valstī atzīmēja Lāčplēša dienu, dzimtenes aizstāvju dienu. Mūsu skolas skolēni un skolotāji aktīvi iesaistījās vienā no spilgtākajiem šīs dienas pasākumiem lāpu gājienā. Vai zina, kam par godu tiek rīkot šis gājiens, kāpēc piedalās un vai turpinās tradīciju? No dažiem dalībniekiem centās uzzināt jaunā reportiere 12. B klases skolniece Ksenija Krušinska. Vai jūs zināt, kam par godu tiek rīkots lapu gājiens? Jā, pieminot uzvaru Bermonta karaspēka. Kāpēc nolēmāt piedalīties lapu gājienā? Tāpēc, ka es atnācu uz skolu, man parasti patīk, ka cilvēki par godu savai valstī iet un parāda savu cieņu par to. Kāpēc nolēmāt piedalīties lapu gājienā? Tāpēc, ka es esmu patriots. Kāpēc nolēmāt piedalīties lapu gājienā? Mēs piedalāmies lapu gājienā, tāpēc, kāpēc gan ne, tas ir skaisti, man tas patīk. Vai jūs iepriekš piedalījāties lapu gājienā? Kā es jau teicu iepriekš, jā, es piedalos katru gadu, jau kaut kur apmēram 3 gadus tas kārtas, un jā. Paldies par atbildi! 17. novembra rīts iesākās ar skolas koru uzstāšanos. Mūs priecēja gan 1. klašu koris, gan 2. 4. klašu, gan vecāko klašu koris skolotājas Marutas Viļička vadībā, kā arī jaunā mūzikas skolotāja Olga Čileja. 2. stunda visā skolā katrā klasē tika veltīta 18. novembra svētkiem. Šīs stundas laikā skolēni gan spēlēja viktorīnas, gan noformēja klases sirdi Latvijai ar labiem vārdiem un novēlējumiem, gan baudīja garšīgus pīrāgus. «16 ноября в стенах нашей школы прошло собрание родительского клуба. Во время собрания у родителей была возможность поработать вместе с детьми, быть одной командой. И родители, и дети раскрыли в себе творческие способности в то время, когда создавали авторские закладки в честь Дня независимости Латвии. В свои работы талантливые родители и их творчески настроенные дети вложили всю свою любовь к Латвии, все свое уважение и патриотизм к нашей родине». Также 16 ноября прошел методический день, на котором учителя нашей школы поделились своим опытом общения с европейскими коллегами. В рамках проекта «Улучшение качества учебного процесса в школе. Компетентный учитель, конкурентоспособный ученик» в октябре 4 учителя Даугавпилской 3-й средней школы посетили курсы в разных странах Европы. 16 ноября состоялся методический день, и наши учителя поделились со своими коллегами полученным опытом. Учитель английского языка Ирена Рожко посетила одну из школ Великобритании в городе Челмсфорд и поделилась с коллегами одним из способов проверки знаний учеников. Учитель КЛИЛ Ольга Васильева посетила курсы Великобритании в городе Кардифф и рассказала своим коллегам о полученных знаниях и опыте зарубежных коллег в проведении КЛИЛ-уроков. Учитель английского языка Елена Смулько также побывала в Великобритании, в городе Эксетер, где посетила международный семинар для учителей, на котором ознакомилась с возможностями для мотивирования учеников. Елена поделилась с коллегами впечатлениями, полученными во время семинара, а также рассказала, как же на практике применяются способы для мотивирования учеников в школах города Эксетер.
Учитель географии Инара Ясвина в рамках проекта посетила курсы по развитию английского языка для учителей, которые состоялись на острове Мальта. Инара Николаевна поделилась методами погружения учителя в английскую среду, а также поделилась с коллегами полученными впечатлениями.